Следующего турнира по национальной борьбе с Зуматош в памяти Засима Васильевича Панева построены. Доложил судья при участниках соревнований по книгам. Вольно! Для поднятия флага из каждой команды капитана выберите. Капитаны команд, подойдите к флагу. Равнение на флаг. Флаг поднять. Вольно. Слово предоставляется Константину Викторовичу Бадокину. Уважаемые участники турнира, сегодня у нас присутствуют дочери Засима Васильевича Панева. Слово представляется Людмиле Засимовне. Старшая дочь Засима Васильевича Панева, Надежда Засимовна, ее муж Лавский Евгений Дмитриевич, мой сын Алексей, своей женой, и наш двоюродный брат Александр Чурин. Наша большая дружная семья сегодня очень довольна тем, что память Засима Васильевича существует, что его помнят, в том числе не только те, кто жил в те годы, когда он работал, мы молодые. 99 лет назад родился наш папа в Серебряном Усть-Кулского района. На будущий год будет столетие со дня его рождения. И мы надеемся, что такое мероприятие будет в более расширенном варианте с приглашением международных гостей. В 19 лет наш папа стал работать учителем в Вашингтонской школе, в деревне Вашингтон, Кировского района. А в 20 лет он стал директором этой школы. Это был самый молодой директор за всю историю Республики Коми. И также в Башкове родилась моя старшая сестра Надежда Засимовна. А потом папа ушел, учился в пединституте, ушел на фронт. После этого закончил высшую партийную школу, а в 36 лет, в 1950 году, стал занимать должность, которая являлась второй в Республике Коми. Председателем Совета Министров стал в 36 лет. И долгие годы он руководил республикой. Последние годы он занимал должность председателя Президиума Верховного Совета Республики Коми и в 70 лет, в 1984 году ушел на пенсию, до 70 лет работал. А наша мама была заслуженным учителем Республики Коми. Она 35 лет отработала учителем. Поэтому не случайно, что в день учителя сегодня мы чтим память папы моего, который был таким молодым директором, и мамы нашей тоже, потому что она долгие годы работала учителем. Я тоже немножко отношу себя к учителям, потому что я преподаватель Сыктывкарского лесного института, и наши студенты сегодня тоже приехали на этот турнир. И хочется, чтобы на следующий год, когда будем отмечать столетие со
побеждали, чтобы у вас были хорошие до этого всякие награды вы получили на разных мероприятиях. Поэтому спасибо вам большое от нашей семьи. Спасибо вам за то, что вы занимаетесь спортом, ведете активный образ жизни. И спасибо за вашу память. Вы большой, с молодою прекрасной душой, сколько долгих лет, сколько зим, отдаете душу вы молодым, и поэтому душа много лет остается молодой. Вот секрет вашей жизни, пусть и дальше она будет счастья, здоровья полна. Всем победам нам дали открытий, учит в труде добиваться побед. Всем, кому гордое имя учитель, всем посылаем горячий Привет! И поэтому душа много лет остается молодой. Вот секрет вашей жизни, пусть и дальше она будет счастья, здоровья полна. С праздником!
Борьба на пальцах. Чуть круг. Так победил Савачев. Следующее упражнение. Сильная нога. Йонков. У охотника должны быть сильные ноги. В этом поединке выясняется, кто же из охотников пройдет дальше. Йонков, сильная нога. Чуть круг. Железный палец. Победил представитель Городского района Савачев. Победил Каменчик Дмитрий, Крыловский район. Борьба на бросок на живот не оценивается. Оба борца имеют опыт в борьбе, поэтому схватка происходит достаточно сложно. Боец желтой повязкой, Копьевский район. Боец красной повязкой, село Вячик, Прилуцкий район. Оборонец 3 минуты. Оборонец 2 минуты. 2 минуты даем. Да, определяя по силовому многоборью победителя. Ввиду ничейной борьбы, равной борьбы, победитель выясняется силовым способом. Еще раз. Чуть круг. Сильный палец или железный палец. Итак, победил боец Мячина. Каменчик Дмитрий занял первое место в этой 20 килограмм в региональном турнире памяти
Засима Панева занял Камельчик Дмитрий, Прилуцкий район, село Вячево. Награждение проводит заместитель главного судьи Портнягин Анатолий Иванович. Второе место занял Сарвачук Игорь, Каркинский район. И третье место занял Волгин Кирилл. Волгин Даниил. Шаг вперед. Булавец Степан. Киршев Михаил, Каркеровский район. Портрет Сильвер Ильич. Сильный палец. Победу взял Кирушев, Каркеровский район. У охотника должна быть сильная нога, и в Украине называется контрол. Зубы тоже сильные медведь. На данной категории должен остаться один медведь. Так, победитель стал Кирушев Михаил. И встречается сильная нога, легко. Кирушев. Волгин Даниил. Волгин Даниил. И борьба. Значит, следующая весовая категория. Это весовая категория у старших юношей.
килограммов. Алиев Константин, Муталиев Юсуф, Завкин Максим, Новоселов Максим. У вас 5 минут на разогрев, 5 минут на разогрев. Потом выступайте в борьбе. Без силового упражнений. Сразу же в борьбе. Так, не надо плакать. Успокойся. Возьми себя в руки. Надо? Похлопаем! Следующая пара Золотый Максим Новоселов. Представители лесного института, победители выходят в финал в этой дисциплине. И желающие потом бросить вызов чемпиону, добро пожаловать в Михаил. Золотин Максим, Новоселов Максим. Итак, победил Золотин Максим. И вышел, простите, Новоселов Максим. И вышел в финал. Итак, победил Муталиев Юсуф и занял первое место в категории. Занял Муталиев Юсуф, Лесной институт. Второе место занял Новоселов Максим, Лесной институт.
Сыктывкарского лесного института. Благодарность Валентине Васильевне и Людмиле Зосимовне. Вам спасибо, ребята, молодцы. Приготовиться Бугаев Александр, Жилинов Илья. Вариант шорта. Село Картиновский. Пароль 30 секунд. Ушел за пару ситуацию борец шорта. Картинов, борец за своих. Осталось 30 секунд. Вопрос на 3 минуты идет борьба. Вопрос на 3 минуты идет борьба, поэтому еще минута запасить времени. Спорная ситуация. Движение не засчитывается никто ни в какую сторону.
судья, 100 секунд. Свой территорию. На одной территории должен быть один клиент. Время схватки перейдено. Да.
Похлопаем. Весовая категория до 50 килограмм. Приготовить. Васильников Роман. Драгунов Дмитрий. И далее последние будут девочки бороться. Поздравляю. Весовая категория до 55 килограмм. Порядок черный. Черный спортивный результат местного приезда Городской район. Следующий президент Гордонов, поддержите своего! Ваня! Именно в этой схватке сейчас раскрывается судьба мира. То есть поединок может продолжаться до 3 побед подряд. То есть это может быть на выносливость. То есть это специфика этой борьбы.
Первое место занял Нестеров Никита, село Каршеров. Третье Крюшев Игорь Евгеньевич. Второе место занял Морокин Влад. Третье Магомедов Магомед. Это тоже вообще. Валя. Ну ладно, потом. Драгунов Дмитрий занимается 8 лет. Судой сам. Имеет второй юношеский разряд. Go!
между Красильниковым Романом и Рубцовым Лев. Ребята, которые на пороге могут идти обедать. Шугаева Елизавета, Светлус Мария. Потом пригласим. В этой схватке победу одержала Вятка Гринер и заняла первое место. В этой схватке победу одержала Шугаева Елизавета. Бой еще не